Вообще у нас девиз не мы их находим, они нас находят. То есть много находим, поднимаем наших бойцов. З лёгкай рукі бойца курскага пошукавага атрада Максима Калмыкова гісторыі выходзіць на паверхню. Спецыялісты ведаюць уся сутнасць у дробязях. Яны-то і раскажуць аб галоўным. Это у нас, значит, ручки газа. Газ был натянут до предела в боевом положении. Он шел на полном газу. Летчик последний раз нажимал на газ, так они остались. Па знойдзеных дэталях самалёта аднаўляецца агульная карціна здарэння. На глыбіні памерам з чалавечы рост пашукавікі знаходзяць падзеі часоў Курскай бітвы. З вялікай верагоднасцю можна сказаць, што перад намі астанкі баявога штурмавіка Ла-5. Кіраваў ім растоўскі лётчык Константин Длужицкий. Осенью 25 года мы находим остатки двигателя М-82. По великому стечению обстоятельств там остается один поршень целый. По номеру поршня узнаем, кто это. Через неделю мы находим уже самолет, остатки самолета с боеприпасами, которые горелые. И находим, что это Длужицкий, наш летчик. Ліпень 43-го, пачатак Курскай бітвы. Знішчальнікі прыкрываюць штурмовую авиацию, наносячы удары по близких тылах гитлеровцев. Когда началась Курская битва, с 5 числа они каждый день по 3-4 раза вылетали на задание, прикрывали Илы. Илы уже штурмовали. Это первые понори, станцию Малоархангельск, Глазуновку и немножко Тросну. Длужицкий Константин Антонович участвовал в боях за Москву. Там же был удостоен ордена Ленина, сбил свой первый мессершмитт. И далее, 16 августа 1942 года, при вылете на боевое задание, был сбит зенитной артиллерией противника. Подбит, тяжело ранен и решил свою жизнь не отдавать задарма, решил совершить подвиг Николая Гастелло. То есть он направляет свой горящий самолет на автоколонну немцев. 7 збитых самолетов, але другі па ліку вогненны таран у выніку аказаўся апошнім. Лётчык не паспеў раскрыть парашют. Падрабязнасці гэтай гісторыі пашукавікі выявілі літаральна на днях. И вот 26 мая случайно находим мы его где-то 200 метров от самолета. Он был с парашютом в экипировке на глубине 1,5 метра. По сильности кто-то захоронил. Так что чудо произошло, то, что мы его нашли. Расійскія спецыялісты не толькі знайшлі баявыя астанкі, але і яго сваякоў. Высветлілася, што ў Беларусі пражывае унучка героя. Па традыцыі знойдзеныя артэфакты ўручаюць родным. У дадзеным выпадку гэта фрагменты знойдзенага самалёта і зброі. Месцам сустрэчы стаў Гомельскі музей военной славы. Спасибо большое. Я так благодарна вам за ваш труд, за все, что вы сделали для меня. Благодарна своему героическому дедушке за то, что он дал нам право жить на этой земле. Очень любил бабушку, она говорила, очень меня любил. Вот все время она так надеялась, что вот он еще вернется. На основании генетической экспертизы, которая будет проведена у нас в городе Казани в Российской Федерации, если это Константин Антонович Длужицкий, то мы будем ходатайствовать перед президентом Российской Федерации о присвоении ему Героя Советского Союза за выполнение подвигов. За 11 гадоў працы Курскі пошукавы атрад падняў з зямлі каля 200 чалавек. Кожная такая знаходка – доказ таго, што гісторыя не ўмірае. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».